muhakkak ki bütün hamd ve senalar Allah'a layıktır. Kimni Allah doğru yoldan alıp barsa kimse onu o yoldan çevirip artık olamaz. Kimni Allah ise sapıtırsa kimse artık onu doğru yola koymaz. Ve ben şahitlik etem ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben şahitlik getirem ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resuludur. Amma ba'd. Amma ba'd, fa ya ibadallah. Сегодня мы будем говорить о том, как же человек попадет в рай. Попадет ли он в рай за свои поступки? В принципе, суть человека в этой жизни, она какова? Суть пребывания человека в этой жизни какова? Аллах Субхану ва Тааля нас создал, и Он создал неспроста. Он создал этот мир и создал нас, чтобы мы Ему поклонялись лишь одному. И Он создал этот мир, создав в нем испытания для нас, дабы проверить нас, как Он сам об этом говорит в своей книге. Всевышний говорит: а разве посчитали люди, что они будут оставлены, что они просто лишь скажут: мы уверовали, аманна, лахум ла юфтанун, в то время как они не будут испытаны, обольщены. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. И мы уже испытывали тех, которые были до них. И Аллах непременно узнает тех, которые были правдивыми, и Аллах непременно узнает лжецов. Или в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: а разве вы считали, что вы войдете в рай? Тогда как пришел к вам пример тех, которые были до вас, и к ним приходили, их постигало зло. И беды, и они были потрясены. Хатта якуля расуль, до тех пор, пока посланник и те, которые уверовали вместе с ним, не говорили: мата насрулла, когда же поддержка Аллаха и так далее. Эти аяты и многие аяты указывают на одно: Аллах Субхану ва Тааля испытывает нас в этом мире, чтобы проверить наш иман. Дорога в рай, дорогие братья и сестры, она усыпана трудностями. Дорога в ад обложена сладостями, окружена сладостями, как об этом сказал посланник Аллаха. Хуффатиль джаннату биль макарих. Джаннат, рай, окружен сложностями, трудностями. Ва хуффатин нар бишшахават. А огонь окружен соблазнами, страстями. В других риваятах говорится худжибат. Занавес покрылся. Эти все хадисы, они достоверные. Аллах обязал своего раба в этой жизни предпринимать необходимые меры, чтобы попасть в рай. Или, как любят многие говорить братья, делать причины. Хотя правильно предпринимать необходимые меры, совершать необходимые поступки. В частности, от Муада ибн Джабаля что передается? Однажды я был вместе с посланником Аллаха в пути. И вот наступило утро, и мы шли. И я сказал: о посланник Аллаха, сообщи мне о деянии, которое ведет меня в рай. И о деянии, которое отдалит меня от огня. Посланник Аллаха сказал: ты спросил о великом, о Муаз. Ты спросил о нечто таком великом, но оно легкое для того, кому это облегчит Аллах. И оно легко для того, кому облегчит это Аллах. И он сказал:
Первое, что ты должен делать, поклоняться лишь одному Аллаху и не предавать Ему сотоварищей. Ни в ком и ни в чем. Вот укимус саля. И совершать намаз. Вот ту'тис закя. И выплачивать закят. Вот асум Рамадан. И поститься в месяц Рамадан. Вот ахуджаль бейт. И совершить хотя бы один раз в жизни, имеется в виду хадж. А затем пророк сказал Муазу: а не указать ли мне тебе на врата благого? Отвечая на тот же самый вопрос, что же введет в рай? Ас-сауму джунна, пост есть щит. Ва-садака тутфиу аль-хати'ата кама ютфиу аль-мау ан-нар. И садака, милостыня, которую ты даешь, она тушит грехи, гасит грехи, подобно тому, как тушит вода огонь. И молитва человека глубокой ночью, а затем он зачитал аят «Татаджафа джунубухум аниль мададжа». А затем он сказал: «Аля ухбирука бирасиль амри куллихи». Не сообщить ли тебе мне об основе всего? «Ва амудихи» и стержни, «Ва дурвату синамихи» и пики, вершине. А затем он сказал: Муаз сказал: да, конечно, он посланник Аллаха. И он сказал: «Расуль амриль ислам». Основа всего есть ислам. «Ва амудуху» стержень есть молитва. А пик вершины – это есть борьба. Усердие на пути Аллаха, сражение на пути Аллаха. А затем он сказал: «Аля ухбирука бималяки далика куллихи». Не сообщить ли мне о том, что все это сдерживает, или все, что это держит или владеет этим? И он сказал: да, конечно, он посланник Аллаха. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: куф алейка хада, сдерживай вот это. И тогда Муаз сказал: о пророк Аллаха, а с нас будет спрошено за то, что мы говорим. И тогда пророк сказал: да лишится тебя твоя мать, о Муаз. А разве люди не будут ввержены лицами в огонь, или носами их не будут тянуть в огонь, кроме как за то, что пожинают их языки? Этот хадис, на самом деле, не только этот хадис, многие другие хадисы, он раскрывает нам путь в рай. Что должен человек сделать, чтобы он попал в рай? Столпы ислама. Соблюдать все столпы ислама. И далее Пророк саллаллаху алейхи ва саллям разъясняет нам это. Есть и другие хадисы, которые указывают на то, что вводит человека в рай, посредством чего человек может войти в рай. В частности, удивительный хадис относительно того, как блудница напоила из числа сынов Израиля, напоила собаку водой. Она увидела, что собака подыхает, умирает от жажды. И она, хотя была блудницей, сжалилась, то есть в ней проснулось это милосердие, и она напоила водой. В других риваятах говорят, что это был мужчина. Разные риваяты. И Аллах посредством этого простил ей и ввел ее в рай. Хадис приводит этот Бухари. Или тот хадис, который мы приводили при открытии этого центра, связанный с Абдуллахом ибн Салямом, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: о люди, афшу салям, распространяйте приветствие. وَأَطْعِمُ та'ам, и кормите людей, бисмилля, кормите людей. وَصِلُّ الْأَرْحَامَ, соблюдать, поддерживайте родственные узы. وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, совершайте намаз ночью, тогда как люди спят. تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, и войдете вы в рай с миром. На самом деле это не все хадисы. Хадисов много, которые указывают нам на поступки, посредством которых человек войдет в рай. Но теперь вопрос. Войдем ли мы в рай посредством или за счет этих поступков?
войдем ли мы в рай за счет этих поступков? Нет, мы не войдем в рай за счет этих поступков. Как, спросите вы? Почему? Ведь только что говорилось о том, что делайте то, и вы войдете в рай. Да, это является средством вхождения в рай. Посредством. Но за счет этого мы не войдем в рай. Как на это указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Саддиду макарибу», поступайте правильно, или придерживайтесь середине золотой. Макарибу, придерживайтесь золотой середины, то есть не впадайте в крайность. Ва абширу, приносите благие вести. Фа иннаху ла юдхилу ахадан аль-джанната амалу. Ведь поистине, слушайте внимательно, никого из вас не введут в рай его деяния. Сподвижники удивились и сказали: «Валя анта я Расул Аллах». И даже ты, о посланник Аллаха? Он сказал: и даже я. «Валя ана. Илля ан ятагаммадани Аллаху бимагфирати ва рахма». Кроме как, если меня Аллах покроет своим прощением и милостью. В других риваятах говорится: «Валян янджуа ахадун минан нар би'амали». Никто из вас не спасется от огня посредством или за счет своих деяний. Правильно так перевести. Почему, спросите вы? Тут какое-то противоречие есть, скажете вы. Ведь Аллах говорит: «Вануду ан тилькумул джанната урithумуха бима кунтум та'малун». Ведь Аллах говорит: и будет провозглашено им, обитателям рая, имеется в виду в раю. Вот тот рай. Во время хутбы нельзя разговаривать. Вот тот рай, который вам дан в наследство за то, что вы совершали. Бима кунтум та'малун. За то, что вы совершали. Нет противоречий в этом, мои дорогие братья. Что здесь имеется в виду? Как это объяснить? Объясняется это очень легко. В данном случае, в тех хадисах и в тех аятах, где говорится о том, что человек входит в рай посредством своих деяний, и там, где проходит предлог «би», его ученые трактуют как «би-сабабия». То есть предлог, указывающий на причину средства, то есть причинно-следственные связи. А в том хадисе последнем, которым мы привели, о том, что ни один не зайдет за счет своих деяний, там тоже предлог «би», то он указывает на значение «аль-айват», то есть замена. То есть он не войдет в рай за счет. Как вы на рынок приходите и говорите: почем килограмм мяса, да? И вам говорят там 60 гривен, например. И вы даете, говорите: вот тебе 60 гривен, то есть я купил у тебя за 60 гривен там килограмм мяса. Хотя мясо дороже стоит. Да? То есть вот деньги, я взял мясо. Или вот я сделал этот поступок, Аллах, все, вот я в раю. Нет. Не это имеется в виду. Вы должны, обязаны делать. Но ни в коем случае это не так. То есть вот я сделал, войду. Дорогие мои братья, на что это все указывает? Все, о чем мы говорили сейчас. На что это указывает? Все это указывает в первую очередь, мои дорогие братья и сестры, на необъемлемую милость Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь сколько бы мы ни делали, на самом деле, сколько бы мы ни старались, мы не сможем
в полной мере отблагодарить Аллаха Субхану ва Тааля. Это указывает на то, что раб Аллаха, он должен быть проникнутым чувством смиренности, чувством покорности Аллаху Субхану ва Тааля, когда он совершает поклонение, когда он совершает тот или иной благой поступок или отстраняет себя от дурного поступка. То есть у него не должно быть ощущение того, что вот я сделал, и я красавчик, я заслужил рай. Такого ощущения у него не должно быть. Он должен постоянно переживать и чувствовать себя в состоянии надежды и страха. То есть должна быть постоянно эта смиренная, проникновенная связь с Аллахом Субхану ва Тааля. И то есть любой поступок, который он при этом совершает, благой, он внешне будет указывать на это его состояние. Если же не будет того внутреннего состояния, о котором мы сказали, то все, что бы он ни делал, это будет лишь скорлупа, которая, вот знаете, ударила, она посыпалась, и все, а внутри гниль. И самое страшное, что порой мы, совершая какое-то прегрешение, совершая какой-то малый грех, можем оправдывать себя тем, что это же маленький грех, это же небольшой грех, это не куфр. И начинается, да? Завтра покаюсь. Хорошо, если это внутренняя беседа человека со своей совестью. Это как бы одна ситуация. А крайне плохо, когда это еще и вслух говорится. Это ведь страшно на самом деле, мои дорогие братья. Да, малый грех, он может быть малым грехом. Но при дерзком отношении к этому малому греху, на самом деле он может перерасти в большой грех, а потом может затянуть человека в болото. Болото куфра может зайти. Именно поэтому Ибн Мас'уд говорил, что говорил Ибн Мас'уд, величайший сподвижник? Он говорил о том, что нечестивец, верующий, относится к своим грехам, словно он под скалой, которая вот-вот на него обрушится. А нечестивец относится к своим грехам, как муха, да? Как к мухе, которая села на его нос. Он так сделал, прогнал ее, и она улетела. Понимаете? Вы поняли, осознали это? Но если дерзко относиться к своему греху, к ослушанию Аллаха, если это дерзость здесь уже, то, валлахи, мои дорогие братья и сестры, это очень опасно. Это может перерасти в большой грех, может вообще стать куфром, если вы из-за своей дерзости в отношении приказов Аллаха будете считать что-либо уже для себя дозволенным, тогда как это запретил Аллах. И никто вам не скажет здесь конкретно. Это у вас произойдет здесь внутри. Вы должны сами мерить здесь свое состояние внутри. Итак, мои дорогие братья и сестры, мы целиком и полностью зависим от милости Аллаха Субхану ва Тааля. Мы зависим от того, чтобы Он нам простил наши грехи. В завершение же я приведу такой удивительный хадис. Передает от Абдуллаха ибн Амра, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине в день воскрешения Аллах выделит перед всеми творениями одного человека из моей общины и развернет перед ним 99 книг с записями, каждая из которых будет такой огромной, насколько объемлет взор человека. Затем Аллах спросит: отрицаешь ли ты что-либо из этого? Поступили ли с тобой несправедливо мои песцы-хранители?» Он ответит, этот человек ответит: «Нет, о Господь мой». Аллах спросит: «А есть ли у тебя оправдание?»
тот скажет: нет, о Господь мой. Тогда Аллах скажет: есть. Поистине у нас есть одно твое благое дело, и поистине с тобой сегодня они поступят несправедливо. Тогда вынесут листок, на котором будет записано: я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Ашхаду ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. И скажет Аллах: принеси свой груз, который положит на весы. Тогда он скажет: о Господь мой! Что весит этот листок по сравнению с этими книгами? Аллах скажет: поистине сегодня с тобой не поступят несправедливо. Тогда поместят книги на одну чашу весов, а листок на другую, и легкими окажутся книги, а листок тяжелым. И не может быть тяжелым рядом с именем Всевышнего Аллаха ничего. Этот хадис я привел неспроста. Этот хадис я привел для того, чтобы вы поняли, что самое главное – это уверовать в Аллаха и Его посланника. И самое главное – надеяться на милость Аллаха. Но ни в коем случае, конечно, не оставлять деяния. Деяния делать, но посредством этих деяний, так или иначе, мы войдем в рай, но не за счет этих деяний. И этот хадис, на самом деле, он демонстрирует это. Он кристаллизирует эту мысль, как мне кажется. Или же есть удивительный другой случай, связанный с тем же Муадом, когда пророк, саллаллаху, однажды ему сказал: о Муаз, садись. И он ехал на осле. Сказал: Муаз, садись. Муаз отказывался, но пророк, саллаллаху, настоял. И Муаз сел, и они упали вместе с осла. И тогда пророк засмеялся. И второй раз сели, потом опять упали, и третий раз. В общем, они поехали на осле, и тогда пророк, саллаллаху, сказал: о Муаз, а знаешь ли ты, каково право Аллаха в отношении своих рабов? Он сказал: Аллах и его посланник знают лучше. Тогда он сказал, то есть пророк, мир ему, сказал: «Фаинна хакка Аллахи аля аль-ибад ан я'буду». Право Аллаха в отношении своих рабов, чтобы они ему поклонялись и не предавали ему сотоварищей ни в чем. Затем Муаз сказал: мы продолжили путь столько, сколько пожелал Аллах. То есть они были в пути. И затем пророк ударил его по спине и сказал: о Муаз, о сын ябна умма Муаз, о сын матери Муаза, а знаешь ли ты, каковы права рабов в отношении Аллаха? И если они это сделают, имеется в виду, будут верить в Аллаха одного единственного, достойного поклонения, не предавать ему сотоварищей, и веровать в то, что Мухаммад его раб и посланник. Он сказал: Аллах и его посланник знает лучше. И тогда он сказал права рабов в отношении Аллаха, что если они это сделают, Он ведет их в рай. Он ведет их в рай. Ведет их в рай по своей милости, не за счет их деяний. Хотя деяния наши – средство достижения рая. И этот человек, если проникнется этим чувством, этой мыслью на самом деле, мыслью того, что он целиком и полностью зависит от милости Аллаха, тогда на самом деле и все его добрые поступки, и все его поклонение, оно будет простым, легким. Как в хадисе говорится: «Ясирун аля ман яссараху Аллах». Будет легким для того, кому это облегчило. И он даже не будет ощущать того, что он утомлен на этом пути. Не будет Аллах даже ощущать. Не будет этого чувствовать. Как это было с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аиша сказала, увидев его, что он делает тахаджуд ночью, и стоит столько, что у него трещины появляются на пятках. Она, будучи его женой, сказала матерью правоверных: о посланник Аллаха, ты вот это делаешь
Зачем ты это делаешь тогда, когда Аллах тебе простил все твои настоящие, будущие грехи? Ты войдешь ведь в рай. Что он сказал? Афаля акуну абдан шакура. Разве мне не следует быть благодарным рабом? Вот оно, то, о чем я говорю. И то, что я пытался донести вам сегодня. Вот эта связь, эта смиренность, покорность Аллаху Субхану ва Тааля.